Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня будем говорить о злободневном, о войне американо-израильской, иранской войне, да, и там не только, в принципе, эти три страны участвуют, там еще 5-6 государств, как минимум, имеют прямое отношение к этой войне. Иран рядом, все это рядом, полыхает. Мы будем говорить об этом с нашим постоянным экспертом Астамуром Таня. Астамур, добрый день. Как все-таки эта война на нас, на нашем регионе может отразиться? Добрый день. Да, с тех пор, как мы не виделись, произошли гигантские изменения в мире. Ну, в принципе, мир давно вступил в зону турбулентности. И пока не будет установлен баланс сил международный, мы будем, дай бог, просто свидетелями, дай бог, чтобы не участниками очень тяжелых событий, конфликтов, войн. Вот. Пока основные игроки не определят вот эти красные линии своих, которые они уже не переступают, и это будет основой нового мирового порядка. Вот. Но тот мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны, с модификациями после развала Советского Союза, которые произошли, мы видим, что он приходит к концу своему. Будем надеяться, что это не приведет к применению оружия массового поражения. Тоже мир от этого не застрахован, к сожалению. Вот. Поэтому сейчас все упрекают, что ООН – это организация, не способная ни один конфликт решить. Но хочу напомнить, что ООН никогда и не решала самостоятельно никакой конфликт. Все возможности ООН проистекали от договоренностей ее основных участников, которые заседали в Совете Безопасности. Вот, если у них были какие-то достигнуты соглашения, это выливалось в соответствующие возможности ООН. Поэтому сейчас надеяться на ООН, на ее устав вообще не приходится. Это все будет подвергнуто, если не слому, то, по крайней мере, серьезной реформе. Вот. Теперь, если ближе к тому, что происходит, видимо, это надолго. Не обязательно будет речь идти о такой активной военной фазе. В целом, нестабильность, чреватая всплесками вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, это, скорее всего, надолго. Вот. Потому что Иран – это очень крупный, влиятельный игрок. И притом идеологически заряженный игрок. Вот он, огромное государство от Персидского залива и прямо к подступам за Кавказе, имеющее интересы в нашем регионе и всегда оказывавшее исторически большое влияние, особенно на восточную часть Южного Кавказа. Вот. Хотя были времена в античности, когда и до нашей территории доходили персидские войска. Вот. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки, они как программу минимум себе поставили это уничтожение военно-промышленного потенциала Ирана. Скорее всего, они от этой задачи не откажутся. Вот. Иран, конечно, достаточно консолидированное общество, но мы должны иметь в виду, что если те угрозы, о которых говорит Трамп, будут выполнены, то в Иране может начаться серьезный гуманитарный кризис тоже. Там есть большие внутренние противоречия. И мы должны рассматривать разные возможные варианты. Первый вариант, наиболее благоприятный, но менее, мне кажется, вероятный, что на каком-то этапе стороны найдут, по крайней мере, на кулуарном уровне варианты выхода относительно безболезненного друг для друга из этой ситуации.
при которой логистика будет сохранена, поставки углеводородов из этого региона, безопасность судоходства и прекращены военные действия, возможно. Вот. Если это не будет найдено и война будет расширяться, то наш регион может, например, столкнуться с тем, что, допустим, на границах Южного Кавказа может возникнуть гуманитарный кризис. Волны беженцев, допустим. Вот. Если ослабление Ирана, оно, конечно, будет... У нас же в геополитике вакуумов не бывает. Но это будет приводить к росту влияния других игроков. Например, Турции, допустим, на регионы. И даже на те регионы Азербайджана, те регионы Ирана, которые примыкают к Азербайджану, населенные тюркским населением. То есть все это так или иначе на нас может сказаться. Потом, если, допустим, затяжной будет конфликт там, не в краткосрочной, но вот в среднесрочной, долгосрочной перспективе это может привести к изменению вообще как поставщиков, так и маршрутов поставок энергоносителей. Потому что разные государства будут искать альтернативу. Если этот регион будет небезопасным, будут искать альтернативу. Альтернативы существуют. Это и Канада с гигантскими запасами углеводородов, Россия, вот, некоторые африканские государства. То есть какое-то время будет лихорадить нефтяной рынок. Но все-таки логистика, уже придется новую логистику выстраивать. Это опять же время, деньги. Меня другой вопрос интересует. Насколько, допустим, возможно, что сейчас вот присоединились фактически к этой войне там Саудовская Аравия, Эмираты. Ну, они не присоединились, кстати. Они избегают прямого участия. Они пока ограничиваются тем, что они отражают атаки над своей территорией. Тем не менее, вот есть такое, все-таки уже желание у этих стран присоединиться, у меня такое ощущение. С другой стороны, в этот процесс постепенно пытаются подтянуть и другие страны, в том числе и Азербайджан, в конце концов, в Иране проживает там четверть населения, это азербайджанцы составляют, этнические азербайджанцы. И насколько вообще реально, что эта страна, она все-таки неоднородна, Иран, там помимо самих персов живут и, опять же, те же азербайджанцы, пуштуны, там разнообразное, там даже евреи живут. Армяне живут. Да, армяне живут, незначительно, да. Но насколько вообще возможно, что курды живут, большое количество курдов живет. Насколько вообще возможно, что все-таки будет сделана ставка на раздробление страны? Ну, это возможно, конечно. Может, изначально не планировалось, а потом возникнет такая идея. На мой взгляд, это очень опасная идея. Идея с азербайджанцами, она еще присутствовала в советское время. Если ты помнишь, после окончания Второй мировой войны, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана предлагал вообще зайти в Иран. Это период, когда советские войска вместе с англичанами оккупировали часть Ирана, и осуществлять через него поставки по ленд-лизу. Да, и потом объявить вот эту часть составной частью Советского Союза. Я не знаю, я слышал об этих идеях. Вот. Иран это, при том, что оно полиэтническое государство, оно не лоскутное. Если даже говорить о тюркско-персидских отношениях, там же этому симбиозу сотни лет. И Ираном сотни лет правили тюркские династии.
То есть нельзя сказать, что там существует антагонизм на этой почве. На национальной почве. Да, вот именно между тюркским элементом, у пуштунов там одна история, у тюрков другая, у курдов третья история. Но если мы говорить о вот этом самом значительном этническом меньшинстве, тюркском меньшинстве, ну, мне кажется, что невероятно ничего не бывает, но это крайне трудно вот, будет сделать. Вот. И потом это, в принципе, идея раздробления Ирана, она очень опасна и чревата гигантскими последствиями. Каким ни казался он неудобным игроком, это вот очень такой краеугольный камень. Потому что если его выдернуть из этой стены, довольно шаткой стены Ближнего Востока, там может начаться цепная реакция. Будут попытки распространения на его территорию влияния, вот. Потом обострятся всякие религиозные факторы. Предсказать последствия этого очень трудно. Это надолго, значит, в регионе будут проблемы. Поэтому мне кажется, что такие последствия и для всех, и для тех, кто эту кампанию начинал, они будут очень непредсказуемыми, тяжелыми. Вот. Но тем не менее, если возвращаться к нашей почве, вот это очень в повестку дня ставит вопрос. Ну, во-первых, наш регион, Южный Кавказ, он представлен не очень сильными государствами в военном плане, в экономическом плане. Это не очень крупные государства. Даже тот же Азербайджан, вот, это не очень значительная на глобальной карте единица, да, население 10 миллионов человек всего. Вот. Здесь вопрос встанет обеспечение безопасности. Вот. Я думаю, Азербайджан это будет делать посредством союза с Турцией. Вот. У нас относительно тоже более-менее понятная ситуация, вернее, более стабильная ситуация. У нас есть военно-политический союз с Россией, у нас есть гарантии безопасности вот, со стороны России. В более сложном положении, вот как ни странно кажется, мне вот на данном этапе, мне кажется, в очень более сложном положении даже находится Грузия, чем мы. Вот. Потому что она не связана какой-то системой договоров, которые гарантировали бы ее безопасность. Вот. И ослабление Ирана, мне кажется, усилит давление, может, на Грузию. Это вот. Со стороны Турции? И со стороны Турции, и со стороны Азербайджана тоже. Вот. То есть здесь все-таки, мне кажется, на Южном Кавказе нужно думать о формировании такой системы коллективной, даже не коллективной безопасности, а бесконфликтного сосуществования. Вот об этом, в этом, конечно, должны быть задействованы крупные международные акторы. Это и Россия, и Турция, и Соединенные Штаты. Вот сейчас активный игрок тоже на Южном Кавказе. Вот. Чтобы этот регион тоже не превратился, не попал в зону турбулентности и военных конфликтов. С другой стороны, вот сейчас, на прошлой неделе буквально, Роберт Кочарян, большое опять интервью его было, и где он делал акцент о том, что необходимо открыть железнодорожное сообщение с Абхазией. Наша любимая с тобой. Да, наша любимая с тобой тема. Это, кстати, решение вопросов с коммуникациями, их соединение, взаимодействие на Южном Кавказе, вот, могло бы послужить триггером для таких договоренностей на уровне великих держав, чтобы гарантировать безопасность этого региона совместно. Ну вот я, опять же, учитывая тот фактор, что сейчас
тот же Ормузский пролив, он блокируется Ираном, с другой стороны Баб-эль-Мандебский пролив как бы стоит на очереди, и хуситы говорят, что мы тоже там заблокируем. То есть вот эта ветвь, вот этот коридор, который позволял все-таки вывозить, там, допустим, энергоносители через Красное море, через Персидский залив и так далее, он уже становится как бы таким подвешенном состоянии. И в этом плане вот эта часть может уже какой-то более перспективной смотреться, мне кажется, даже не только там для той же Армении или для той же России, да, и открытие этого коридора. Насколько другим игрокам это будет интересно? Ну, знаешь, это все же диктует динамика международная. Вот, если удастся сформировать такую систему, которая позволит работать этой логистике привычной, вот через те регионы, о которых ты говорил, не знаю, это с участием коллективных каких-то сил будет, международных там флотов, воздушных сил, каким-то способом это будет осуществляться. Вот. Это одна история. Если это не будет сделано эффективно, конечно, в повестке встанет вопрос о том, как... Ну, во всяком случае, мне кажется, в любом случае встанет вопрос о диверсификации этих рисков и поиска новых поставщиков углеводородов. Ну и я думаю, что это может повлиять и на другие процессы в плане научно-технического прогресса. Например, снижение роли в автомобильной промышленности, снижение роли вот этих двигателей внутреннего сгорания, да, переход на электрические двигатели, на всякие более экономные формы работы всех этих агрегатов. То есть это какие-то вещи, это всегда так. Война, она стимулирует. Это вещь страшная, конечно, война, но она стимулирует научно-технический прогресс. То есть из этих потрясений человечество выйдет в другом состоянии, в научно-техническом отношении тоже. И логистика поменяться может, и границы. Ну, сейчас мы видим, что все вот эти идеи о нерушимости границ, это все никого сейчас не интересует. Суверенитете, праве самозащиты, это вообще сейчас все решается по принципу кто сильнее, тот и прав. Вот. Только когда все эта сила натолкнется на какие-то ограничения, тогда возникнет поле для договоренности. Вот. Мне кажется... Или когда возникнет ситуация, когда нужно будет зафиксировать все свои новые приобретения. В том числе и зафиксировать новые приобретения и понять, где, вот как в свое время, это всегда же происходило. Как Римская империя в свое время уперлась в сасанидский Иран, им пришлось договариваться. Или хетты столкнулись с египтянами в 13 веке до нашей эры, и вот сейчас до нас дошел этот первый международный договор по итогам битвы при Кадыше. Да. Вот. То есть, к сожалению, техника меняется, вот, а принципы остаются теми же. В мире уважают, помыслы остаются прежними. В мире уважают прежде всего силу и богатство. Да. Вот. И у нас относительно, мне кажется, такое стабильное положение, потому что, еще раз говорю, мы в военном отношении на данном этапе защищены. С другой стороны, мы все-таки чуть-чуть на периферии находимся. Вот. Ну, сегодня на периферии, да. Завтра, не дай бог, где окажемся, не знаю. Вот. Потому что регион очень прям плотно примыкает там, где как раз происходит извержение вулкана. Это прям может измениться в течение считанных дней, недель. Картина мира прям для нас может кардинальным образом измениться. Вот. Ну что, мы можем стремиться к тому, чтобы продвигать разные идеи, в том числе ту идею, которую ты сказал, транспортного коридора, да, это как-то более-менее может способствовать примирению интересов хотя бы на этом участке мира.
Если здесь будет примирение интересов, значит, вероятность конфликта, который не нужен никому, ни Армении с Азербайджаном, ни Абхазии с Грузией, какие бы у них отношения не были. Вот, потому что распаковка любого конфликта, перевод его в вооруженную стадию, он для всех участников может вызвать цепную реакцию. Привести к расширению участников, к разным нехорошим последствиям. Вот нам нужно просто задуматься, как в этих условиях на длительную перспективу обеспечить здесь самое главное – поддержание мира и безопасности. Вот. Хорошо, но я хотел бы уже перейти на другую тему. На прошлой неделе умер грузинский католикос, патриарх Илья II. Ну, понятное дело, что в Грузии он был непререкаемым авторитетом, в Абхазии как бы совершенно иначе на него смотрели через призму того существующего грузино-абхазского конфликта, точнее говоря, вот как бы начиная там с 89 года, если мне память Да, с 89 года, собственно говоря, вот тогда, когда пошли первые уже какие-то столкновения, уже как-то отношение к Илье у нас выработалось вот в таких негативных красках. Но при этом мы до сих пор, наша территория официально по православным законам является канонической территорией Грузии. Признается, да, канонической территорией Грузии. Русская православная церковь, несмотря на то, что в 2008 году Россия нас признала, она не стала как бы следовать за политиками, как бы вписываться вот в этот формат. И тогда очень много говорилось о том, что все-таки у Ильи II есть очень большие связи с РПЦ, большое влияние, и как бы такое положение, оно держалось, собственно говоря, на фигуре Ильи II. Сейчас Ильи II нет, и как там будет в грузинской церкви, какое отношение будет в грузинской церкви к РПЦ, тоже как бы не очень понятно. С другой стороны, там все уже перепутано, да, то есть как бы РПЦ порвала связи с Вселенским патриархом Варфоломеем на базе признания Украинской православной церкви, да, то есть там слишком много всяких противоречий, насколько вот мы вот с нашей вот этой проблемой церковной вписываемся вот в новый какой-то расклад. Нашей да, абхазской церкви. Ну, я, честно говоря, не вижу в этом никакой серьезной проблемы абхазской церкви. Вот. Во всяком случае, такой проблемы, которая влияет на судьбу Абхазии. К счастью, в отличие от грузинского общества, абхазское общество, для него религиозная принадлежность, вернее, даже не религиозная принадлежность, а принадлежность к какой-то религиозной организации, вот, не является маркером идентичности. Вот в Грузии это так получилось, исторически в процессе формирования грузинской нации, вот с 19 века, грузинская церковь, она была вот частью процесса национального строительства. Вот даже мы помним, когда в период Российской империи, в конце 19 века, в начале 20 века, в Грузии было очень развито течение за восстановление автокефалии грузинской церкви. Тогда же вот в Грузии действовал экзархат русской православной церкви, то есть Грузия была частью русской православной церкви. Это еще там Ильячев, Чавадзе. Вот, там даже доходило до прям вооруженных нападений, до терактов на этих русских иерархов. Вот. И первый акт, кстати, который Грузия предприняла после отречения Николая II, это было восстановление автокефальной церкви. То есть с тех пор
вот грузинская церковь, она вот вплетена в процесс национально-политический. И я на нее смотрю не столько как на религиозный институт, потому что Христос не предполагал, что у каких-то наций могут быть преимущества или особые права на какие-то территории. Там же речь о другом совершенно. Вот. Это скорее такой национально-политический институт. И в силу того, что не только в силу качеств самого ушедшего патриарха, вот, а в силу того, что Грузия постсоветский период жила в условиях политической нестабильности, грузинская церковь, ее лидер, тем более он долгие годы ее возглавлял, вот она таким островком видела стабильности и, если хотите, площадкой или даже модератором разрешения каких-то внутренних проблем. Вот. Тем более, что это, фактически патриарх был не столько религиозным, сколько национальным лидером Грузии. Вот. И он очень часто именно об этом и говорил. Различия об оценках абхазского общества и грузинского общества, личности ушедшего патриарха и его деятельности, они как раз проистекают не из религиозных противоречий, а из той роли, которую играла грузинская церковь в формировании национального грузинского проекта, то есть противоречащего нашему национальному проекту. Вот. Поскольку наши национальные проекты, они имеют набор серьезных противоречий, естественно, у нас разные оценки и разных личностей, и разных исторических событий. Вот, например, в настоящее время установление советской власти в Грузии, оно оценивается как оккупация, да? Вот, хотя современниками... Это в Грузии. Это в Грузии. А в Абхазии советизация оценивается как положительный шаг. Положительный акт восстановления абхазской государственности и освобождения от шовинистической политики грузинских меньшевиков. Вот. Казалось бы, вот как раз это тоже один из маркеров, как можно понять, есть конфликт или нет между обществами. Вот и отсюда проистекают различия в наших оценках. Вот. Но для грузинского нынешнего общества, я думаю, это серьезная потеря, потому что грузинское общество, оно в общем-то, застряло между Ильей II и Урсулой фон дер Ляйен. 20 лет провозглашалась идея интеграции в евроатлантические институты, вот, в НАТО. Сейчас видно, что Евросоюз сам переживает тяжелый кризис. Вот. И НАТО видно, что это такой не является инструментом, который может гарантировать безопасность Грузии, тем более, что вероятность включения в эти структуры, она все более уменьшается в силу внутренних проблем в этих структурах. Да. Никто не захочет брать на себя гарантии безопасности страны, которая прямо находится на каком-то тектоническом разломе. Вот, и НАТО вряд ли на это решится. Вот, поэтому у Грузии стоит очень серьезный выбор. И идейный, и политический, какой угодно, и в плане безопасности. Вот. Мне кажется, что роль грузинской церкви, она естественным образом будет снижаться. В таком перспективе. Ну, это, во-первых, и с личностью связано. Сейчас новый предстоятель грузинской церкви, вряд ли он сразу наберет такой авторитет. Но это время тоже дело наживное. Вот. Поэтому грузинская церковь останется, конечно, фактором такой национальной идентичности и внутриполитическим на какое-то время, но с меньшим, я думаю, с меньшим влиянием. Вот.
Что касается нас, ну, для нас, я еще раз хочу подчеркнуть, очень хорошо, что религиозные факторы на нашу идентичность, на консолидацию нашего общества, они не оказывают такого влияния. Вот. И чем меньше государство занимается вмешательством в разрешении подобных проблем, тем скорее они разрешаются. Судьба нашего государства не зависит от того, кто считает здесь, какая юрисдикция распространяется, не распространяется юрисдикция. Вообще это, если говорить, это вообще странные, в общем-то, такие политические, скорее, правила, которые, ну, по понятным причинам установились в международном православии в силу ее организации в виде каких-то региональных церквей. Вот католическая церковь, она же универсальный характер носит, а это разделена на такие подразделения. Вот. Поэтому там, кстати, знаешь, в свое время была осуждена именно в православной церкви ересь этнофилетизма. То есть, когда церковь во главу угла ставит не христианские принципы, а национальные интересы. Вот. В свое время болгарскую церковь в этом обвиняли. Я думаю, отчетливые черты этого носит вполне и грузинская церковь. Румынскую тоже. Вот, и грузинская церковь такие. Но это связано опять-таки с национальным движением в тех или иных государствах. Священники и церковь, они тоже не в вакууме существуют, они являются частью общества. Национальные чувства – это эмоции, они этим эмоциям тоже подвержены. Это надо понимать. Поэтому нам все-таки нужно думать о других способах, принципах консолидации нашего общества, светских. Вот, наше государство должно быть светским, равноудаленным. Естественно, оно должно следить, чтобы здесь не было какого-то на национальной или на религиозной почве какого-то радикализма, экстремизма. А эти проблемы, они сами по себе или решатся, или не решатся. На внутриполитическую погоду это должно как можно меньше влиять. Да, мы должны тоже смотреть, что вокруг происходит. Есть и хорошие примеры, есть плохие примеры, мы их должны учитывать. Астамор, большое спасибо за твой анализ. Я напомню зрителям, что сегодня мы говорили об Иране, мы говорили о грузинской церкви, в которой будет уже новый патриарх, и говорили о том, по какому пути нам все-таки идти, развиваться. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До скорых встреч. Всего доброго.